Салем Дустар Халай Саздар, Кюнель Кюльеранс Халай. Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы с вами научимся читать следующее выражение. Кыс айлара, кыс айлара, кыс айлара. Зимние месяцы. И теперь перечисляю, собственно, зимние месяцы. Желтоқсан, декабрь. Желтоқсан, декабрь. Желтоқсан, декабрь. Дальше. Қаңтар, январь. Қаңтар, январь. И Акпан, февраль. Акпан, февраль. Да-да-да, вот такие дела. Ну что, погнали? Сначала разбираем, собственно, само выражение. Кыс айлара. Как прочитать букву К с хвостиком? Очень просто. Попробуйте просто откашляться через букву К, и у вас все получится. Но буква И, как я и говорила раньше, в данном случае может не читаться. Вот такой лайфхак. Кыс, кыс, кыс. Но даже если вы запишете без нее в транскрипции и попробуете прочитать, вот именно этот намек вы и услышите, который должен быть, когда вы произносите букву О. О, О, кыс, кыс, кыс. Погнали. Второе слово. Ай, айлар, 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 айлар. В конце стоит буква «ы», но мы ее практически не слышим. Лишь намек, вы заметили, да, сейчас? Айлара. Чуть-чуть, маленький намек. Даже не 10% звучания от буквы «ы», а, наверное, 3%. Айлара. Чуть-чуть такой намек на нее. Можете попробовать прочитать без нее. Но писать все равно надо с ней, потому что «кыс айлара» — это именно словосочетание. Оно просто образовывается по определенным правилам, соответственно, писать нужно грамотно. Вот такие дела. Но это грамматика. А до грамматики я не доросла, чтобы ее объяснять. Ну, в общем, наглости наберусь и начну объяснять, но позже. Итак, разбираем. Первый месяц зимний, да? Желтоқсан. Желтоқсан. Жель. Читаем мягко. Е значит Е. Правило казахского языка. Как пишется, так и читается. Ни одна буква в казахском языке не искажается. Вот такие дела. Жель. Буква Л читается через мягкий знак, потому что перед ней стоит буква Е, а она все смягчает. Вот такие дела. Жель. Погнали дальше. Слог. Ток. 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 Снова попробуйте откашляться через букву К. И у вас все получится. Желтоқсан. Желтоқсан. Декабрь. Получилось. Едем дальше. Қаңтар. Қаңтар. Снова откашляемся через букву К, и у нас все получится. Қаңтар. 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 Это будет январь. Дальше. Ақ. Ақпан. 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 Это будет февраль. Ну что, еще раз? Пардон. Қыс айлары. Қыс айлары. Қыс айлары. Зимние месяцы. Желтоқсан. Декабрь. Желтоқсан. Декабрь. Қаңтар. Январь. Қаңтар. Январь. И Ақпан, февраль. Ақпан, февраль. Итак, друзья мои, сегодня вы научились читать еще несколько слов на казахском языке. Надеюсь, это вас замотивирует на то, чтобы посетить мои большие видео, где я буду учить вас читать именно тексты, потому что мы с вами понимаем, что читать слова и словосочетания – это немножко разные вещи, нежели читать именно тексты. А ведь вас могут попросить прочитать именно текст. Так что welcome, қош келдіңіздер на мой YouTube канал. Там у меня уже достаточное количество больших видео, где я обучаю вас читать на казахском языке легко и с удовольствием. Ну все, лайки, шмайки, комментарии, репосты приветствуются. Пока-пока.